Эфир нашего канала продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Пожилые якутяне смогут проголосовать за главу Якутска. На дому расскажем, что нужно сделать для этого. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Якутск будет закрыта на 5 месяцев. Как на время ремонта обеспечат авиасообщение? В обществе спасения на водах пополнение. Впервые в регионе юные восводовцы дали присягу, чему обучают будущих спасателей. Проголосовать на дому за главу Якутска смогут пожилые граждане. Для этого они вправе обратиться в свои участковые избирательные комиссии. Об этом сообщила замруководителя оперштаба региона Ольга Балабкина. При посещении комиссии на участке нужно соблюдать санитарные нормы. Со стороны органов госвласти приняты все меры для безопасного проведения голосования, отметила она. Безусловно, и реализацию конституционных прав, конечно же, есть полное желание его, безусловно, реализовать. Поэтому еще раз обращаю внимание, что сегодня со стороны органов государственной власти, которые отвечают за организацию, в том числе безопасных условий проведения выборной кампании на территории города Якутска, приняты все меры для того, чтобы участки и члены комиссии были в полном объеме и не представляли угрозы, и участки были в полном объеме безопасными с точки зрения санитарно-эпидемиологических норм. Сейчас об актуальной эпидобстановке в регионе. 28 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Якутии за сутки. По данным оперативного штаба, из них в Якутске 18, в Вилюйском, Ленском, Нюрбинском и Усть-Алданском районах по 2, в Момском и Хангаласском по 1 случаю. За сутки лаборатории региона провели более 1600 исследований на коронавирус. Съемка из космоса поможет организовать навигацию на Северном морском пути. Российские спутники «Арктика-М» способны фиксировать приполярную область с периодичностью от 15 до 30 минут. При указанной частоте съемки будет видно, как двигаются ледяные поля и где образуются большие широкие трещины. Ранее всю приполярную область с такой частотой никто никогда не наблюдал. Сейчас низкоорбитальные аппараты снимают поверхность Земли с периодичностью порядка 90 минут. Кроме того, спутник «Арктика-М» позволит вести съемку круглосуточно. Реконструкция взлетно-посадочной полосы не помешает работе аэропорта Якутска. Воздушная гавань столицы республики обеспечит бесперебойные авиаперевозки посредством стыковочных рейсов, говорится в сообщении пресс-службы организации. Также ремонтные работы не повлияют на расписание рейсов внутри Якутии. В этом году реконструкцию полосы планируют провести с 1 мая по 1 октября. В течение 5 месяцев основная нагрузка по полетам ляжет на авиакомпании «Якутия», «Алроса» и «С7». По окончании работы аэропорт Якутска начнет эксплуатировать взлетно-посадочную полосу с полной длиной 3400 метров. Тем временем в Мирном дорогу к новому аэропорту строят с помощью спутника. Рабочие используют 3D-систему управления техникой. В настоящее время к будущему зданию прокладывают подъездные пути. Данные и 3D-макет дорожного полотна загружаются в бортовой компьютер. Система следит за уклоном дороги с точностью плюс-минус 2 сантиметра. Также система позволяет сделать работу не только точнее, но и гораздо быстрее. Данная система полностью упрощает этот процесс, так как в ней загружен проект, и механизатор уже не отвлекается и не смотрит на эти высотные отметки, которые разбивал геодезист, а работает уже в автоматическом режиме от GPS-спутников. Здесь уже ошибка механизатора исключена полностью, потому что он не регулирует отвал. Отвал работает в автоматическом режиме. Он просто нажимает кнопочку «Авто». Проект, который у него загружен к автомобильной дороге, он уже работает под этот проект.
Сразу 3 теплые остановки сегодня торжественно открыли в Якутске. Они расположены на улице Воинская, в районе сельхозтехникума и на Лермонтова, 22. На этих остановках установлены мониторы, рециркуляторы, скамейки, а также пандусы для людей с ограниченными возможностями передвижения. Также на них можно бесплатно подзарядить гаджеты, и в дальнейшем планируется установить тревожную кнопку. Заказчиком теплых остановок выступила окружная администрация города. Для снижения нагрузки на бюджет данные остановки будут сдаваться в аренду предпринимателям на время движения автобусов. На сегодняшний день у нас в городском округе города Якутск действует 32 остановки, из которых фактически эксплуатируется у нас 22 единицы. До конца года мы в целом должны ввести в эксплуатацию 20 единиц остановок. При этом мы ставим перед собой задачу в течение 5 лет таких остановок построить и ввести в эксплуатацию порядка 100 единиц. То есть ежегодно по 20 остановок. Я думаю, что это нам посильно, мы эту задачу выполним 100%. Учащихся 19-й школы Якутска сегодня посвятили в ряды юных восводовцев. Торжественное мероприятие прошло в спортивном зале школы. Клятву перед председателем Всероссийского общества спасения на водах дали 30 учащихся 6, 7 и 8 классов. Они посещают здесь юнофлотский клуб «Фордвинд». Уже с этого лета юные восводовцы начнут проходить обучение и тренировки по спасению людей на водах. У нас в Якутии более 60 членов восвода, и не только в городе Якутске, у нас еще и в Хангаласском, Усть-Майском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском районах, Жиганском, Нижнеколымском районах. И из юных восводовцев это первый у нас класс, первая школа, в которой мы открываем юных восводовцев секцию. Юных восводовцев мы будем обучать приемам спасания на водах, для того, чтобы они оказание первой медицинской помощи, для того, чтобы, если получится такая у них возможность, чтобы они спасли людей и также обучили своих сверстников. В сокровищнице Якутии открыли витрину памяти известного ювелира Татьяны Батюшкиной. Руководство госхранилища успело приобрести несколько ее уникальных изделий. Каждая работа мастера поражает красотой, утонченностью и своей сложностью. Все представленные изделия имеют глубокий философский смысл. Например, кулон рождения из серии работ из серебра сквозь столетия признан лучшим ювелирным изделием Сибири в 2017 году. К сожалению, Татьяны сейчас нет с нами, она прожила недолгую, но очень яркую, насыщенную жизнь, и ее изделия, они продолжают жить, и посетители еще много-много лет будут наслаждаться ее творчеством и восхищаться красотой ее работ. Она работает и в классическом стиле, и в традиционном национальном, с использованием различных верований, народных сказаний народа Саха. И используют разные материалы. Это и золото, бриллианты, алмазы, серебро и натуральные камни. Самый оригинальный головной убор выбрали в одной из айхальских школ. В учебном заведении провели конкурс на лучшую шляпу. Изготовить ее детям и родителям предложили в любой тематике и из разных материалов. Мишаня «Чемпион» из бумаги, картона, пластилина удивила жюри и получила звание шляпы года. Всего на конкурс представили 27 работ разных размеров и на различную тематику. Сделали участники и шляпу знаний, и шляпу кокетка, и солнечную шляпу. После выставки экспонаты вернут авторам, но несколько останутся в школе. Их будут использовать как реквизит на мероприятиях. Мне помогала мама. Карандаши мы взяли у меня и приклеивали. А шляпу нам дала бабушка, а потом мы сделали все это вместе. И у нас получилась шляпа художника. Когда я узнал про конкурс шляп, мы делали домашнее задание, и это нас натолкнуло сделать шляпу из книг. И мы сделали вот такую шляпу из книг, из картона. Мы делали шляпку и из картона, и из бумаги цветной. А шляпка называется «Весеннее чудо», потому что у нас на севере 9 месяцев. И мы хотим с мамой, чтобы у нас скорее наступила весна. К этому часу это все новости. Берегите себя, не забывайте носить маску, обрабатывать руки, соблюдать безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже.